Для учителей и педагогов учебный год начинается еще задолго до 1 сентября. Старт ему дает традиционное августовское совещание работников образования. Но за, пожалуй, формальным названием скрывается настоящий форум, включающий десятки встреч, семинаров, обсуждений и других активностей. Всего в этом году было проведено порядка 80 мероприятий, которые охватили около 3000 специалистов со всей Якутии. Старт же форуму был дан 21 августа в Доме культуры имени Гагарина. Около 500 участников собрало пленарное заседание с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это и представители системы образования, и представители власти, и даже духовенства. Мероприятие является флагманом августовского совещания, ведь всех этих людей объединила одна цель – принять резолюцию, а вместе с ней и обозначить новые задачи. И здесь хочется обратиться к словам министра просвещения России Сергея Кравцова. Внедряя новое и сохраняя традиции. Именно такое напутствие прозвучало для участников заседания. Сам глава республики первую половину своего доклада посвятил победам якутской системы образования. Среди них успешные выступления наших детей в финалах всероссийских олимпиад в прошлом учебном году. Николаев подчеркнул, что этот результат стал наилучшим аж за последние 16 лет. Есть положительные сдвиги и по итогам единого государственного экзамена. В целом, если смотреть динамику запятия, есть улучшение результатов по профильной математике, по физике, химии, биологии и истории. 17 выпускников 2025 года получили максимальные 100 баллов, трое из них по 2 предметам. И впервые сразу 6 ребят стали 100-бальниками по профильной математике. Но это скорее успехи отдельных школ, педагогов и их учеников, тут же отметил глава. Львиная доля выступления Айсена Николаева пришлась на проблемы, которые сегодня укоренились в якутской системе образования. И самое глобальное из них – низкое качество обучения в регионе. Коллеги, у нас ежегодно сотни выпускников по итогам 11 лет учебы не получают аттестаты. Не проходят порог по 2 обязательным предметам по русскому языку и по математике. В этом году есть минимальная, в 0,5% всего, но положительная динамика. И здесь легкая улыбка главы республики, озвучивающего эту статистику, понятна. Это значит, что решение проблемы сдвинулось с мертвой точки, и все больше районов заканчивают учебный год со 100% долей аттестованных. В списке имеются даже арктические улусы – Момский и Нижнеколымский. А вот в отстающих, вы не поверите, Якутск. Впрочем, резолюция совещания не ставит невыполнимых задач. Это доказывают итоги прошлогоднего мероприятия. Тогда, к примеру, необходимо было увеличить количество обучающихся по профильному образованию. Сегодня планка была достигнута и даже более. Мы поставили задачу увеличить до 60%, достигли 64%. То есть, иными словами, сейчас наши старшеклассники, дети 10-11 классов нашей республики, они обучаются по профильному обучению в старших классах, ну и по востребованным экономике профессиям. Кстати, о профессиях. Подготовку детей к будущей специальности еще со школьной скамьи также можно отнести к положительным примерам трансформации системы образования Якутии. Здесь речь, разумеется, идет о проекте «Моя первая профессия», который еще в конце прошлого учебного года был презентован главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Это, можно сказать, продвинутая модель профориентации учащихся, которая позволяет школьникам получить свою первую специальность еще до выпуска. Другая программа работает на перспективу. Это единая профориентационная модель. А с 2023 года внедрена единая модель профориентации. Мы, когда начинали в 2023 году, там есть уровни профориентации, и продвинутого уровня школ у нас было только 8. А сейчас уже 33% школ, которые внедряют у себя продвинутый уровень профориентации. Это говорит о вовлеченности школ. Профориентация у нас начинается с 6 класса. Мы, наверное, результаты нашей работы увидим через несколько лет, когда посмотрим, по каким направлениям пойдут наши выпускники. Вполне возможно, что эта программа поможет и в решении еще одной глобальной проблемы – нехватки педагогических кадров в регионе. Сегодня отрасль насчитывает порядка 800 вакансий.
О том, насколько сложная кадровая ситуация сложилась в Якутии, свидетельствует и ярмарка педагогических вакансий. Здесь только один Алекминский район нуждается свыше чем 60 специалистах. Дело в том, что пока педагоги с внушительным стажем уходят на пенсию, молодые не торопятся занять их место, говорят эксперты. Вот почти они все, получается, одинакового возраста, одномоментно могут уйти 50% учителей. Это вот в перспективе до 30 года стабильно вакансий будет уже около, больше 1500, например. И мы над этим уже должны работать системно. Да, не просто точечно, но системно. Для этого есть очень много вариантов решений, механизмов. Мы по всем ним работаем, начиная от открытия психолого-педагогических классов в школах, заканчивая кадровыми молодежными центрами. Особняком от этих мер стоит денежное поощрение специалистов. Тут на это работают сразу два проекта – «Учитель Арктики» и «Земский учитель». Они все вот сами спрашивают сразу, какая поддержка есть у вас. Мы говорим подъемные 3 оклада, оплата проезда, конечно. Где-то есть жилье. К сожалению, в некоторых населенных пунктах жилья еще нет. Вот такие вопросы. И молодым, конечно же, доплата у нас 70% 3 года. Первые 3 года прям 70% они доплаты получают. И при всем этом, участвуя в ярмарке, район надеется закрыть всего несколько вакансий. Таков опыт прошлых лет. Хотя небольшой опрос, устроенный нами там же, показал, что практически каждый специалист готов к переезду на озвученных условиях. На каких условиях вы бы согласились переехать в другой улус, работать учителем? Мы никуда не переедем от своего района. Если бы, да. Если бы, конечно, во-первых, это высокая зарплата и обеспечение жильем. Наверное, во-первых, это жилищные условия хорошие, благоустроенная квартира. И, конечно же, если школа там не малокомплектная, желательная, но хотя бы, чтобы было много учащихся. И, конечно же, зависит от, наверное, от коллектива. Наверное, все-таки вопрос местности, что сходить некуда, да, там, или там то, что слишком маленький коллектив, вот, и население маленькое. Наверное, вот в этом проблема. Поэтому я бы, наверное, не поехала. Ой, даже не знаю. Ну, скорее всего, если бы квартиру выдавали и подъемные на переезд семьи. И еще одно небольшое наблюдение. С готовностью к переезду чаще всего отзываются опытные педагоги. Значит ли это, что программы не работают без развития инфраструктуры в деревнях и роста населения? Пусть этим вопросом задаются специалисты. Я же отмечу, в Якутии возросло количество желающих обучаться по педагогическому профилю. Вот, например, в Якутском педагогическом колледже на 291 место получили около 3000 заявлений на поступление. Это порядка 10-15 человек на одно место. Это показывает, что есть интерес, повышается престиж. Получается, что через несколько лет на поиски работы бросится больше 200 готовых специалистов? Вряд ли. Согласно статистике, около половины выпускников работать по профессии не будет. И тут у регионального Минобра встает еще одна задача – понизить этот показатель до 25% к 2030 году. Как говорится, поживем – увидим. А пока остановимся на другом пункте развития системы образования – патриотическое воспитание. Сегодня в разработке у Министерства просвещения России находится закон, который урегулирует все мероприятия этого направления. Инициативу анонсировал экс-министр молодежи республики, а ныне руководитель федерального департамента Игорь Юргин. Основу мы уже отработали. И вот сейчас на этапе согласования находимся. Во-первых, это узаконение деятельности военно-патриотических клубов. И самое главное, это общее понятие патриотического воспитания, потому что в нашей стране сейчас занимаются многие ребята именно патриотическим воспитанием, но нету такого, знаете, главного формата. Что это такое и по какой мы системе идем. Принятие закона ожидается к концу 2026 года. Пока же темой патриотического воспитания озабочены все образовательные организации. И тут можно обратиться к системе наставничества в рамках движения первых. Важную роль в ней играют современные модели и практики, которыми активисты под девизом «Делаем вместе с детьми, а не вместо детей» поделились на семинаре движения.
Мы будем с ними разбирать, как на основании их уже существующих практик, существующих мероприятий и так далее, как осуществляется вообще процесс наставничества с точки зрения взаимодействия с наставляемым, наставника и наставляемой, и с точки зрения в целом организации процесса наставничества внутри своих образовательных учреждений. Программа наставников в Якутии насчитывает больше 10 тысяч человек. По России же их количество превышает 1 миллион, и большинство из них не просто взрослые, а педагоги. Но мы расширяем эту сетку. Нам хочется, чтобы наставниками становились не только педагоги, но и родители, студенты, выпускники. И такой педагогической, например, педагогических глубоких знаний у них нету. Поэтому специально для этого мы разрабатываем различные дистанционные курсы. Вот на портале любой желающий может пройти дистанционный курс по наставничеству, узнать базовые основы и непосредственно повзаимодействовать. Очень классно, когда наставниками становятся родители для своих детей, для детей в школах, например. Участие в семинаре приняло около 100 человек. Тем временем другое небольшое событие собрало куда меньше участников, но оттого не стало менее важным. Марина Соколова, воспитатель высшей категории, знает, будущих инженеров обучают с пеленок. Собственно, своими методами педагог и поделилась в ходе мастер-класса диалоговой площадки «Технодоу». Воспитанники педагога учатся видеть математику в окружающем их мире. Сами реализуют инженерные проекты и даже занимают места во всероссийских олимпиадах. В 2022 году мы заняли где-то 4-е место, получили диплом победителя на региональном этапе. А в этом году, в 2025 году, наш детский сад стал абсолютным чемпионом в республике на региональном этапе. А потом уже на всероссийском этапе мы заняли 1-е место. Презентованы были и проекты по робототехнике и столярному ремеслу. При этом приглашенные федеральные эксперты высоко оценили вовлеченность якутских педагогов в процесс цифровизации образования. А ведь именно на такой запрос сегодня необходимо ответить всей системе. В обучение должны внедряться современные технологии. К примеру, проект «Сетевой учитель», с помощью которого 11 школ получат доступ к качественному образованию при нехватке кадров. Будут охвачены это биология, физика и химия. Это обучающиеся 7 и 8 классов. Здесь будут работать непосредственно с детьми 2 учителя. Один сетевой учитель, который находится в другой местности, да, территориально, но и будет обучать посредством применения дистанционных образовательных технологий. Выступая на пленарном заседании, Айсен Николаев поручил максимально расширить охват проектом малокомплектных школ после завершения пилотного этапа. Вот так августовское совещание задает темп работы всей системы образования, не заостряя внимание на успехах, но подчеркивая проблемы, решение которых определит судьбу всего государства.